Еврорадио.ФМ. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашукі. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз аккаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. Серада, і у нас выбарчая праграма. Адным з першых пра свой намер браць удзел у прэзідэнцкіх выбарах у якасці кандыдата заявіў першы намеснік старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч. Намер ёсць, праўда, афіцыйнага рашэння з'езду партыі яшчэ няма. Пра тое, ці не страціў ён запал і не уціхлі намеры балатавацца, ці не лічыць сябе, што зараз Олег Гайдукевич будзе замест Сергея Гайдукевича спарринг-партнёрам Лукашэнкі на выбарах, ці сапраўды праціўнікам і змагацца за пасаду, мы і пагаворым з нашым сённяшнім госцем, а гэта, як вы здагадаліся, Олег Гайдукевич. Добрый день, спадар Олег. Добрый день. Спадар Олег, ўсё ж таки не перадумали? Есть у планах стать кандидатом в президенты? Ну, безусловно, я считаю, что я никогда не отказывался, во-первых, от своих слов, и у меня было такое желание, когда я пришел в политику, что обязательно попробовать стать кандидатом в президенты, поучаствовать в президентских выборах, но это долгий путь. Вот, например, если сейчас мы посмотрим на тех, кто заявил о том, что он желает поучаствовать в президентских выборах, то это пока только мечта стать кандидатом в президенты, потому что большинство из них не опирается ни на что, ни на финансовые ресурсы, ни организационные ресурсы, не имеют структур политических и при этом хотят участвовать в выборах. Я бы даже вот сравнил, у меня такое сравнение всегда, вот девушки замуж хотят выйти на выданье, вот они себя показывают, вот я такая, и они, вот, чтобы их заметили, и что они вот мечтают, чтобы кто-то их подхватил, влил в них какие-то финансовые средства, дал какую-то организационную структуру, потому что ничего нет, и они бы тогда стали кандидатами в президенты. А вы такая девчина с приданым. А мы такая девчина, которая сама готовилась ко всему, то есть она училась, значит, нарабатывала авторитет, растила структуры, и мы, почему сейчас в более выигрышном положении, мы об этом предупреждали всех 20 лет назад. То есть, когда был этот дождь с грантов, дождь с финансовой помощи с Европейского Союза, с фондов. Все жили хорошо и ничего не развивали. Все было прекрасно. И вот к чему пришли. Дождь закончился. Значит, структур нет. Аренда офисов оплатиться не может. Структуры разваливаются. А мы все это время жили сами. Мы сами создавали свои организационные структуры. Мы сами их финансировали. Мы всегда делали ставку на сильную политическую структуру, которая может в любой момент выйти и заявить о себе и поучаствовать в любых политических событиях. Поэтому еще третий момент. Мы уже один раз пропустили выборы в 2010 году. Больше такого не будет. Без нас мы видели, что произошло. Оно где-то, может, я с юмором говорю, но в этом юморе есть правда. Но мы памятаем, что отбылося, мы это зараз страну чуть не развалили. В истории называется площадь 2010, и вы так кажете, что вот мы не пошли до конца на выборах, и вот бачите, что отбылося. Так отрымліваецца, что либерально-демократичная партия и кандидат Сергей Гайдукевич, які зняўся з выбораў, виноваты ў тым, что отбылася площадь. Мы не виноваты, что площадь, но когда мы есть, площади не будет. То есть, вот я бы так сказал. Сергей Гайдукевич в 2010 году снялся, потому что был против того, чтобы всем выдавали кандидатские карточки. И сейчас мы будем всеми способами доносить до власти все рычаги, которые у нас есть, все возможности, которые у нас есть для общения с властью, что ни в коем случае нельзя повторять ошибки 2010 года, выдавать всем кандидатские карточки, давать статус кандидата президента тем, кто не может собрать 100 тысяч подписей. Тогда будет вот то, что было в 2010 году. Нельзя этого повторять, нельзя принижать статус кандидата в президенты. Надо обязательно, чтобы это были действительно те люди, которые имеют структуры, которые есть возможности, чтобы это была системная политика. Я вообще выступаю за системную политику. Мне, например, нравится, что даже вот я противник Алены Анисим, как кандидата в президенты. Это мой конкурент, и мне политические взгляды ее совсем не близки. Но меня радует, что участвует депутат Палаты представителей. Это хорошо, это системная политика, чтобы больше депутаты участвовали. Я за это выступаю, как во всем мире. Но у меня возникает вопрос, на что она будет опираться. Потому что, конечно, было бы неплохо, если бы Белорусский народный фронт она возглавила, у нее для этого все есть. Вот я бы на месте БНФ
обязательно бы позвал Елену Анисим, предложил ей возглавить Белорусский народный фронт, и тогда бы это был бы вот такой кандидат в президенты, опирающий на что-то. Единственное, я не знаю, что у них осталось в плане структур БНФ, но было бы неплохо. Второй момент. А почему мы решили, что первые будут выборы президента, а не парламентские выборы? Почему-то все аналитики, все эксперты сейчас склоняются к тому, что первыми будут президентские выборы. Я с этим не согласен. Мое мнение, я не претендую на истину, я согласен с тем, что возможен любой вариант, и любая политическая сила должна готовиться к любой кампании, если она сильная, к президентской, к парламентской. И мы готовы сейчас. Вот сегодня объявляют парламентские выборы, завтра будет 110 кандидатов во всех округах. При этом мы удивим в этот раз. Значит, я занимаюсь выборами лично, и я в этот раз выставлю более сильных кандидатов. Это будут известные люди, это будут люди, которые удивят, я думаю, многих в Беларуси, что они находятся в ЛДП, и они нас поддерживают. Мы уже готовим эту команду, уже 110 кандидатов есть. Объявляют президентские выборы. С сегодняшнего дня уже готов штаб, который завтра может начать сбор 100 тысяч подписей. Для этого есть и финансовые все ресурсы, и организационные ресурсы. Мы готовы к любым выборам. Если будут первые парламентские выборы, меняется весь расклад перед президентскими выборами. Мы не знаем, кто пройдет в парламент. Мы не знаем, останется, например, в парламенте те, кто был. Останется ли та же Анисим, Конопадская, которые говорят о президентских амбициях. Сколько будет кандидатов ЛДП в парламенте. Я буду обязательно баллотироваться в парламент. У меня неплохой опыт был в 2016 году в парламентских выборах. Я один из немногих, кто набрал 19% в сложнейшем округе в Минске, где я конкурировал со всеми и проиграл только Воронецкому, кандидату от власти, который использовал большой административный ресурс. Значит, поэтому у меня хорошие шансы для того, чтобы стать депутатом. Поэтому, если будут парламентские выборы первые, весь расклад перед президентской кампанией поменяется опять. Поэтому сейчас все говорят, а надо готовиться. И на сегодняшний день наша партия готова к выборам и президентским, и парламентским. Что будет дальше? От ЛДП обязательно будет кандидат в президенты. Я обещаю этого, что выборы без кандидата ЛДП не пройдут. И не надо больше говорить вот этих слухов. Поступит команда ЛДП, они снимут кандидата, они будут участвовать. Вот я здесь в прямом эфире говорю, этого никогда не будет. Например, в 2010 году вы принимали решение сами участвовать в выборах или нет. Кстати, открою небольшой секрет. Я спорил с Сергеем Васильевичем, тогда я не был в партии, я был против этого решения, лично я, снятия с выборов в 2010 году. Хотя я его поддерживал, понимал его мотивацию, понимал, почему он это делает, но я бы участвовал в выборах и в тех условиях, поэтому я убежден, что в выборах участвовать надо во всех. Поэтому обещаю одно. Кандидат от ЛДП будет. Я хочу быть кандидатом от ЛДП. Я буду выдвигать свою кандидатуру на съезде, что меня надо избрать кандидатом в президенты, предлагать этого делегатам съезда. Но все решит съезд. Значит, но кандидат от ЛДП будет в обязательном порядке. Вы кажете, вот, до прикладу, первые будут парламентские выборы. Вы будете брать удел у парламентских выборах и вельми так, ну, як і любы нормальный палітык, кажете, что я перамагу, упэўнены ў сваіх сілах. Уявім сабе, што сапраўды гэта здарылася, вы атрымалі дэпутацкі мандат. Следам праз колькі месяцаў ідуць прэзідэнцкія выбары. І вы, нягледзячы на наяўнасць дэпутацкага мандата, рынецеся на бойку за прэзідэнцкае крэсла? Мы все эти вопросы решим на съезде. Но я вообще убежден, что политическая партия не имеет права участвовать, если она крупная, сильная партия, не участвовать в президентских и парламентских выборах. И участвовать должен лидер партии. Когда я говорил о президентской кампании, я сказал, что есть один момент. Я не имею права, на мой взгляд, участвовать в выборах как заместитель председателя партии. Я считаю, что я должен быть председателем партии, и в выборах должен участвовать лидер партии, председатель, ее руководитель. И у меня есть такие амбиции. В том числе на съезде будут рассмотрены кадровые вопросы. И я убежден, что если мне доверят, если вдруг так получится, что я возглавлю партию, соответственно, я убежден, лидер партии обязан участвовать в выборах, обязана партия принимать участие в президентской кампании. Это дает огромные возможности для реализации своей программы, для того, чтобы выступить. Это дает известность, это дает популярность партии, это дает новый электорат, это дает возможность партии стать еще сильнее. И мы единственная партия в стране, Змитер, давайте так, по-честному скажем, которая участвовала во всех президентских кампаниях, начиная с 2001 года. А Сергей Васильевич Гайдукевич, кстати, его можно в книгу рекордов Гиннесса заносить. Нету ни одного политика, кто бы прошел столько президентских кампаний, кроме президента Александра Лукашенко, Александра Григорьевича. Больше таких политиков в стране нет. И на самом деле это большое достижение. Это кажется, стать кандидатом в президенты
Очень непросто. Когда все сейчас говорят, кандидат в президенты, 100 тысяч подписей, это огромная работа. Это даже денег мало для этого. Деньги не решают. Решают структуры. Если у тебя нет людей, если у тебя нет областных структур, городских, и же в Минске все эти подписи не соберешь. Это надо Витебск, Гродно, Гомель, Могилев, это надо офисы, это надо люди, которые тебе доверяют, это люди, которым доверяешь ты, которые готовы с завтрашнего дня пойти и собирать эти подписи. Мы сколько раз это делали. Второй момент, очень важный. Я убежден, что эти выборы будут судьбоносными для страны не в плане результатов, а в плане того, что фактически после выборов тот политический расклад, который будет в стране, те политические силы, которые себя что-то представляют и смогут себя как-то показать, это на ближайшие 5-10 лет те политические силы, которые будут определять будущую страны. А мы с вами прекрасно понимаем, что впереди перемены. Большие перемены в стране. Об этом президент страны даже сказал. Я был на большом разговоре, слушал внимательно его. И вы там были, Змитер, и мы с вами все это анализировали, смотрели. Впереди серьезные события. И я уверен, что те политические силы, которые сильны будут именно людьми, ресурсами, лидерами, они будут что-то в этой стране решать, влиять и иметь возможность влиять на политику и будущее нашей Беларуси. И третий момент. Выборы будут проходить в страшном информационном давлении со всех сторон на нашу страну. Заканчиваются выборы на Украине, и все внимание, все давление со всех сторон будет на информационное, в первую очередь, будет на Республику Беларусь. Поэтому здесь еще роль всех конструктивных, нормальных политиков в том, чтобы это негативное влияние брать даже на себя где-то. Мы должны думать в первую очередь не о себе, не о своих амбициях политических, а думать о будущем Беларуси, чтобы все было спокойно, нормально, чтобы страна ни в коем случае не была расколота, чтобы нас будут пытаться расколоть, чтобы страна оставалась единой, суверенной, независимой, сильной, мирной. И для этого, я думаю, в том числе и участие ЛДП обязательно. Я в этом вижу свою роль. Как я могу пропустить это? Когда, и может быть, от каких-то моих заявлений, от каких-то моих действий будет зависеть, громко скажу, но это так, судьба страны, потому что кандидат в президенты, если мне получится им стать, это очень серьезный статус. Вы сказали, что падчас будучага з'езду партыі будуць прынятыя кадровые рашэнні, магчыма, зменіцца лидер партии. Я не думаю, что Сергей Васильевич уже готовы пойти на пенсию. Мне просто цікаво, вот внутрипартийный рейтинг, у кого на сегодняшний день вышейший? У вас и у Сергея Васильевича? Сергей Васильевич у нас вне партийных всех рейтингов, он легенда белорусской политики, но он настолько сильный политик, настолько уверенный в себе, что он сам примет решение, когда ему покинуть пост председателя партии, тут скрывать нечего. Почему? Потому что он на самом деле авторитетный политик, плюс политик, который добился впервые в истории суверенной Беларуси, можно как угодно там говорить, но он впервые лидер партии избран в Сенат, в Совет Республики Белорусской. Этого никогда не было. И второй момент, я вам скажу, не буду все говорить, как я это думаю, но я убежден, что Сергей Васильевич, даже если он вдруг примет решение уйти с председателя партии, а он почему может такое решение принять? Партию надо обновлять, партии надо давать новый стимул, надо молодежи туда побольше. Мы этой работой занимались, надо что-то менять, надо ребрендинг делать. Мы же идем на съезд не просто переизбирать, например, руководство партии, если такое решение будет. Мы идем с обновленной партией, мы представим новую обновленную команду, мы представим новую программу, мы представим новых людей, мы представим программу экономическую, политическую, которая хоть завтра ее можно применять и работать. Поэтому, но в любом случае я обещаю, что Сергей Васильевич будет очень востребован в стране. У него огромный политический опыт. И третий момент, а кто сказал, что из партии он расстанется? У нас много разных способов, и у нас ни один ветеран, хотя Сергей еще рано еще ветерана называть, он здесь еще политик, которые будут помогать работать. Мы его никогда не отпустим просто так. Дякую великий. Мы перервемся на невеличкую паузу. Короткий выпуск новинаў на Еврорадио. Я нагадаю, что у нас у гостях Олег Гайдукевич. Зміцер Лукашук працуе ў студыі. Сумесны стрым Еврорадио і Е-прамовы.
ведаць, што адбываецца. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі. Лідія Ярмошына лічыць, што за мяжой беларусы маглі б галасаваць праз інтэрнэт. Пры гэтым старшыня ЦВК прапануе адмовіцца ад стварэння выбарчых участкаў у замежжы. Аднак зменаў выбарчае заканадаўства да бліжэйшых выбараў прэзідэнцкіх, парламенцкіх не будзе. Мінск трапіў рэйтынг самых зручных для жыцця гарадоў свету. Беларуская сталіца займае ў ім 188 месца з 231. Рэйтынг склала кансалтынгавая кампанія «Мерсье» паводле якасці ежы, транспарту, пабытовых паслугаў і медыцыны. Першае месца 10-й раз запар заняла сталіца Аўстрыі Вена, далей ідуць еўрапейскія і аўстралійскія гарады, а апошняе месца ў рэйтынгу займае Багдад. У Львове тым часам уводзяць турыстычны падатак. Ад 1 красавіка турыстам давядзецца заплаціць ад 0,2 да 0,5 мінімальнага заробку штодня пры арэндзе жылля для начоўкі ў горадзе. Нагадаю, што мінімальны заробак 4173 грыўні. Энергетыкі менскіх цеплавых сетак выкарыстоўваюць верталёт МНС для стварэння цеплавой карты сталіцы. Ад 19 да 24 штодня будзе лётаць верталёт ратавальнікаў, які правядзе цеплавыя аэраздымкі выяўлення пашкоджання трубаправодаў ці недастатковай цеплаізаляцыі. Крышачку пра надвор'ем. Парывісты вецер захаваецца і заўтра 14 сакавіка. На большай частцы тэрыторыі кароткія ападкі ў выглядзе дажджу ды мокрага снегу. Слабыя туманы, галалёд. Уначы -3+2, у дзень 3-9 градусаў цяпла. Пацяплення не будзе на гэтым тыдні. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. І разам з маім госцем, першым намеснікам старшыні ліберальна-дэмакратычнай партыі Беларусі Олегам Гайдукевічам, мы гаворым пра планы ЛДПБ, ну і канкрэтна Олега Гайдукевіча, на удзел у будучых выбарчых кампаніях, як парламенцкай, так і прэзідэнцкай. Спадар Олег, вы пацвердзілі, што у вашых планах, ну, калі мы зараз не разделим, не будем казаць пра парламенцкую, пра прэзідэнцкую кампанію, у вашых планах стаць кандыдатам у прэзідэнты. Для гэтага трэба вам два моманта, каб з'езд вас зацвердзіў у якасці прэтэндэнта ў кандыдаты і каб з'езд прагаласаваў за вас як за новага лідара партыі. Не прагаласуе, все адно кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі будзе, і гэта будзе Сергей Гайдукевіч па ўжо завядзённай традыцыі. Але атрымліваецца так, калі не адзін Гайдукевіч, то другі Гайдукевіч. А што, вот самая масавая партыя ў Беларусі, як вы кажаце? Няўжо у самай масавай партыі Беларусі, акрамя Гайдукевіча старэйшага альбо Гайдукевіча малодшага, няма каго выставіць на пасаду кандыдата ў прэзідэнты? Выбачайце, складывается такое ўражанне, что вот семейная партия. Нет. Значит, семейный может быть бизнес, семейный может быть должность, которую можно передать там по наследству. Значит, в партии, если у тебя нет таланта, ты ничего не достигнешь. Когда я пришел в партию, вот я скажу, что Сергей Васильевич мне сразу сказал, что если у тебя не получится, если ты не умеешь, если у тебя нет харизмы, если у тебя нет таланта, ничего не получится. Он об этом знал. Но он знал, что у меня талант есть. Если тебя люди не поддерживают, ничего не будет. Ну, вам самим судить за эти годы, что вот я пришел в политику, есть у меня авторитет, есть у меня политический талант или нет. Не мне себя хвалить и не мне про себя рассказывать. Люди говорят и верят мне в партии. Значит, что касается возможности выдвинуть кого-то другим кандидатом в президенты, почему? Может быть, когда-то такая возможность и будет. Но на сегодня надо сказать правду. Фамилия Гайдукевич является брендом. Фактически в политической обстановке. Это самая известная политическая фамилия. Есть президент, есть Зенон Поздняк, которого знают до сих пор, вот он в 90-е годы остался, значит, этот бренд узнаваем. Есть коммунисты и есть бренд Гайдукевич ЛДП. Так получилось, что партия ассоциируется с этой фамилией. Это неплохо, это лидерская партия, это партия, которая нацелена на лидера. И более того, я вам скажу, что в странах
с развивающейся демократией, в странах на пути к такой, к парламентской демократии, к европейской демократии, если так даже сказать, то эта модель более действенна, когда партия является сильной лидерской партией, где лидер имеет большое значение. Почему? Потому что если страна работает по таким правилам, то и партия будет более успешной, работая по этим же правилам. Это второе. Значит, третье. Вы правильно сказали, что не будет выборов президента без кандидата от ЛДП. Поэтому дождитесь съезда. Я все-таки убежден и верю, что то, что вот я сказал, оно так и будет. Ведь, идя к съезду, мы его готовим, мы ездим по регионам, мы разговариваем с людьми, и мы разговариваем с областными структурами. И вот я уже открыл первую областную конференцию, Витебскую. Мы собрали там более 150 делегатов. Я знаю, что некоторые партии на съезд не могут 100 человек собрать, наши белорусские. У нас в Витебске только собралось столько. Мы поговорили с людьми, и до конца вот, весны-лета я проеду все области. Побываю в каждом областном центре, в городах районных, мы пройдем областные, районные городские мероприятия, и мы уже идем на съезд подготовленные, то есть люди уже знают, что они хотят. И я уже сейчас общаюсь с областными руководителями, региональными структурами, знаю, что они хотят. Поэтому я думаю, все будет хорошо, Змитер. И второй момент. Я не подведу партию, я в этом убежден. Мы ее никогда не подводили. Не Сергей Васильевич, и на мне будет, если такая честь доверена, я ее не подведу. Я обещаю, что выступлю очень сильно. И на сегодня я убежден, что я иду уверенно на втором месте. Я в этом просто убежден. Я не вижу никого пока рядом с собой, кто бы мог претендовать на второе место на президентской кампании. Все остальное, когда начинают говорить, я наберу 40%, 50%, это все пока разговоры ни о чем. Надо стать вначале кандидатом в президенты, посмотреть, оглядеться по сторонам, кто стал кандидатом, какая ситуация политическая, какой расклад, в каких условиях происходит выбор, а потом уже об этом говорить. На сегодня, повторюсь, все, кто там о чем-то говорят, первое, должны найти структуру, найти людей и найти финансы. У них этого ничего нету, они говорят о каких-то президентских выборах. Пока это все мечты. Мы хотим к этой мечте прийти. И для этого работаем. Надеюсь, что другие будут тоже что-то делать. Ну, структуры у вас, здаецца, есть. А финансы? Мы никогда не хвастались там и не ныли. У нас бывают тяжелые времена, как у всех. Значит, деньги никогда легко не зарабатываются и не достаются. Но у нас есть плюс в финансовом вопросе. Мы опираемся исключительно на собственные силы на протяжении многих лет. Остальные, я повторюсь, сейчас попали в такие условия, что они не знают, что делать. Они не умеют опираться на собственные силы. Как? Как это делать? Они не знают, то ли взносы собирать, там кто-то начинает говорить, давайте собирать взносы. Кто-то начинает говорить, да давайте еще что-то думать. Какие-то вот деньги собирают на вот этих разных площадках. Неплохой вариант, пожалуйста, надо пробовать. Это заслуга Сергея Васильевича, в первую очередь. Он отказался от любых возможностей финансирования с любых сторон сразу, сказав, что партия должна быть, если она патриотическая, опираться только на внутренние ресурсы. Мы уже на протяжении 20 с лишним лет финансируем себя сами. Бывают разные времена, но, Змитер, мы доказали, что мы собирали много раз 100 тысяч подписей. И я вот вам в эфире прямом говорю, мы вам подписи журналистам покажем всегда. Я не покажу подписи этим всяким там оппонентам. Пусть они за себя отвечают. А журналистам я доверяю. Мы всегда приглашаем в штаб, показываем подписи, показываем, как работает команда. Нам нечего скрывать. И мы не один раз доказывали, что мы в состоянии собственными силами, собственными финансами, собственными организационными структурами и подписи собрать, и провести кампанию. Да, не на все хватает финансов. Хотелось бы больше, хотелось бы обклеить билбордами всю страну, хотелось бы в каждый почтовый ящик в стране положить листовку. К сожалению, в нашей стране пока у политических партий таких возможностей нету. Но мы будем на этих выборах еще лучше работать, еще больше возможностей имеем. Мы немножко развились, даже не немножко. Мы увеличили свой потенциал, в том числе организационно-финансовый. Надеюсь, что эти выборы пройдут в этом вопросе сильнее. Настолько это возможно в белорусских условиях. Хотя, я думаю, мы должны все-таки прийти к тому, что партии, которые прошли в парламент, должны все-таки финансироваться государством, но даже не государством, а как во всем мире, выборщиками, фондами, и тогда эти все вопросы отпадут. При этом ни копейки бюджета на самом деле не тратится. Фактически каждый, кто голосует за партию, он ее и финансирует через фонды, которые создаются как в Европе, как во всех странах развитой демократии. Олег Сергеевич, вот мне не зразумела, які сэнс людям укладаць грошы ў партыю. Ну, калі мы нават
гаворым пра партыйцаў, не гаворым пра нейкія там фінансавыя структуры, якім дзяржава ледзь там не заканадаўча забараніла фінансаваць там апазіцыйныя партыі і так далей. Тым не менш, вот які сэнс укладаць у партыю грошы? За ўсе гады один депутат от ЛДП у парламенте, один лидер партии у Сенате. И все, вот на что различивать, навошта финансовать. Ну, а ввогуле, как бы, я думаю, что для вас не секрет, там шмат розных чутак ходили, там, лезь не до того, что праз вашу партию там некие нечистые гроши отмывались. Ну, вы знаете, если бы хоть одну копейку нечистых грошей у нас нашли, мы постоянно общаемся в Евросоюзе, летаем, уже были бы какие-то проблемы, особенно когда СМИ считают, что где-то там деньги, но это просто смешно. Когда я читаю, я помню, в интервью нашей Ниве, многие читали, я сразу сказал, когда я прочитал один из сбросов Викиликса, я теперь к этому Викиликсу отношусь с недоверием. Почему? Потому что там написали, что несколько миллионов долларов. Я первое, что сделал, позвонил Сергею Васильевичу, говорю, слушай, дай хоть 1 миллион какой-нибудь, там, посмеялись с ним вместе, вот на это все. Что касается, что люди, они верят, это первое. Второе, ну давайте так, мы постепенно движемся, надо двигаться к результату. Вспомним местную кампанию, почему-то все про это не говорят, но мы впервые за историю Беларуси прошли в местные советы. И причем прошли руководители областных городских структур. У меня депутат горсовета, председатель Минской городской организации. Значит, Гомеля руководитель, депутат в Гомеле. Значит, значит, депутаты прошли, 5 депутатов прошло, Минская область депутат, Гродно, единственный партийный депутат вообще в областном совете, это председатель Гродненской областной структуры. В парламенте 1 депутат, в Совете Республики 1, но у нас не партийные списки. Во всех странах, где нет партийных списков, проблема партиям получить большое количество голосов в парламенте. И это будет всегда так. Я был наблюдателем, приезжал во Францию на выборы, у них оппозиционная партия, которая на президентской кампании набирает 21%, 19%, получает 3 депутата в парламенте и по одномандатным округам. Франция демократическая страна, но мы не можем сказать уже, кто там упрекает ее в недемократичности, хотя после последних разгонов митинга у меня мнение поменялось. Все-таки двойные стандарты есть. Надо менять партийную систему на партийные списки. Об этом президент напрямую не говорил, но, например, сейчас все говорят об изменениях Конституции. Мы не просто об этом тоже говорили на протяжении многих лет. Мы сейчас тоже будем предлагать опять свои варианты изменения Конституции. И первым пунктом всегда стоял и будет стоять переход на выборы по партийным спискам. Мы не сдвинем по-другому демократизацию и развитие политических структур и гражданского общества радикально, никак. Можно как угодно приводить аргументы, что не время, что надо к этому прийти, но по-другому ничего мы вот радикально не изменим, потому что только по партийным спискам люди, набравшие 5%, 10%, 15%, партии, которые имеют рейтинг от 5 там, до 10-15%, имеют возможность попасть в парламент, в областные советы, в городские, там тоже надо менять. И быть представленными, это сразу же создает системность в политике. Это сразу же дает огромный толчок для развития гражданского общества, демократизации страны. Все институты будут расти. Поэтому мы будем предлагать вот эти изменения в Конституцию, мы и предлагали их. И это первый пункт. Все остальные без этого пункта не имеют вот такого серьезного смысла. Да, надо расширять полномочия парламента. Но первое, что надо сделать, на мой взгляд, это все-таки, чтобы появились партийные списки. Пусть, вот Лидия Михайловна сказала, что надо сразу перейти на партийную систему. Не надо вот этого промежуточного этапа пропорционально-мажоритарное. Вот здесь можно дискуссировать и спорить. Я не против. Мы думали, что, может быть, надо вначале на пропорционально-мажоритарную систему, а через какое-то время уже на партийные списки. Но можно и так. Но назовите мне страну, где не пришли к партийным спискам. Даже на просторах СНГ все уже страны практически перешли на выборы по партийным спискам. Я вернусь еще до вот, слов про самую массовую оппозиционную, там, конструктивно-оппозиционную партию Беларуси. Видите, вот ваши коллеги по демократичным лагеры, шмат, ну и эксперты кажут про то, что пачынаючы, может быть, с конца 90-х годов минулого стагоддзя, улады сістэматычна знішчаюць сваіх палітычных апанентаў.
ціснуць, прышчымляюць усе палітычныя структуры. І ўсе палітычныя структуры, фактычна ўсе, вот як вы таксама заўважылі, вельмі страцілі за апошні час. Ну, магчыма, і страта фінансавання адыграла сваю ролю, але і тое, што рабіла ўлады, таксама страцілі і рэсурсы, і структуры, і памяшканні, і гэтак далей. І толькі ліберальна-дэмакратычная партыя за гэты час змагла нарасціць і структуры, і ўплыў, і гэтак далей, і дэпутацкія мандаты атрымаць. Вот подозрению узнікае у людей. А никогда нам не было легко, и никогда нам никто ничего не давал. Но если я просто не хочу много про это рассказывать, но это целую отдельную можно передачу, как ЛДП, какие решения принимала в 2000 году, в 99-м. Вот вспомните, 2000 год, парламентские выборы. Ведь все бойкотировали. Кто согласился идти? Статкевич и ЛДП. Об этом все забыли. Статкевич, когда возглавлял социал-демократическую партию в 2000 году, вместе с лидером партии Гайдукевичем пошли на парламентскую кампанию. И Статкевича тогда клювали. Зачем ты идешь на выборы? Их, там не надо идти. Мы участвовали на всех выборах, начиная с 99 года. Нам никто ничего не дал. И надо убрать эти двойные стандарты. Когда про кого-то говорят, он на выборах набрал 3%, но это неправда. Это сфальсифицировали. А про Гайдукевича всегда говорят, нет, он 3% набрал. Ребята, так вы определитесь, двойные стандарты у вас ко всем или нет? Значит, по тем же результатам выборов. Второй момент. Люди будут выбирать не потому, что кто-то считает меня оппозицией, а кто-то не считает. Они будут смотреть, что я говорю, о чем говорю, нравится это или нет. Когда я буду выступать по телевизору на президентской кампании, или выступать перед людьми на парламентской, или наш кандидат на парламентской, последнее, о чем будет человек думать, это, это же, наверное, не настоящее, это, наверное, же ЛДП, может, они какие-то там не настоящие оппозиционеры. Нет. Его интересует, что человек с экрана скажет. Достучится он до него. Будет он к нему хорошо относиться или нет? Я открою правду, которую все, на самом деле, эксперты знают. То, что мы с вами обсуждаем иногда в интернете, широкой массе населения неинтересно. И когда я ходил на выборы парламентские в 2016 году, стоял возле универсама «Серебрянка» и общался с людьми, ни один человек ко мне не подошел и не сказал: Олег Сергеевич, а какая в нашей стране оппозиция настоящая, а какая не настоящая? Ко мне люди подходили и спрашивали, что делать с этим, что делать с этим, что делать с зарплатой, что делать с работой, вот что их интересует. И мои ответы на эти вопросы. Все. Поэтому вот эти все штампы, все это надо убрать. Мы были партией патриотической, останемся и пойдем вперед. Ну и тады апошні на сёння штамп. Все ж таки партия спарринг-партнер кіраўнікаў Беларуси ці не? Мы единственная партия, не спарринг-партнер. Все остальные, вот кто сейчас заявил, они гораздо больше спарринг-партнеры, чем кто. Потому что не имея ресурсов, не имея финансов, структур, идти на выборы, это значит быть спарринг-партнером. На заканчэнне, ці магчыма якая-нибудь коалиция с какой-нибудь іншай структурой? Нет, никогда. Почему? Потому что я не вижу, с кем объединяться. 1 + 0 равно 1. Поэтому с Беларусью? С Беларусью это противники наши. Беларусь, это партия власти. Мы никогда не будем партией власти. Если бы я хотел быть партией власти, я бы вступил в Беларусь и сделал там прекрасную политическую карьеру. Уже бы, наверное, был заместителем председателя Беларуси. Но я не вижу себя в Беларуси, потому что это наш политический противник. Хотя мы готовы с ними договариваться, как готовы договариваться с любой партией в этой стране, начиная от любых, по каким-то конкретным вопросам, которые могут совпасть. Дякую. Ну вот пошли в Беларусь, были б наместником, а засталіся у правоохранных органов, были б уже, может быть, там кем-то полковником ці вышэй. Ну, я думаю, выше бы, но вопрос в том, что я убежден, что каждый человек должен делать то, что ему в жизни приятно, и где он себя наиболее реализует. Я себя реализую сейчас так, как я себя вижу. Съезд калі будзе, коротко? Съезд будет, как только мы будем знать дату выборов. И мы съезд подведем под ту дату выборов, которая будет объявлена. Любые выборы, парламентские, президентские. Я думаю, что съезд пройдет ориентировочно осенью. Это мой прогноз. А там посмотрим. И осенью изменится кіраўніцтва партии. На съезде будет поднят вопрос и переизбран председатель партии. Я буду баллотироваться на пост председателя партии. И там же будет выдвинут кандидат в президента. Обещаю одно. Президентские выборы без ЛДП не пройдут. Больше мы вас, как в 2010 году, не оставим. Дякую вялікі. Олег Гайдукевич, Зміцер Лукашук, сумесны стрим Еврорадио и Е-промовы. Слухайте и глядите нас.